депутаты, сегодня нам предстоит провести 20-ю сессию 7-го созыва собрания депутатов муниципального района Хунзарский район по выборам главы муниципального района. И всем там желающим розданы повестки, протоколы, желающим может ознакомить. И повестка дня у нас. Об избрании главы Хунзарский район. Выступление. Это будет или мое, или Али. Об утверждении бюджета Хунзарского района на 24 год, плановый период 25-26 года. Выступающий Гайдарбеку, начальник план работы собрания депутатов Хунзарского района на 24 год, план работы контрольно-счетной палаты собрания депутатов Хунзарского района на 24 год. Этот план Магомед Расул и это утверждение правил содержания прогона и выпаса сельхозживотных и птицы на территории Хунзарского района. Выступление начальника сельхозотдела Алиева и о прогнозе социально-экономического развития муниципального района Хунзарский район на 24 год, плановый период 25-26 год. У нас кворум 43 депутата, кворум есть. У кого какое предложение насчет открытой сессии? Пожалуйста, голосовать. Повестка добавить. Повестка есть что-нибудь? Депутаты? Шамиль. Подпись. За повестку дня сегодняшний прошу голосовать. Регламент здесь указан на первом вопросу 15 минут, по второму 20 минут, по третьему, четвертому по 5 минут, по пятому вопросу 10 минут, остальным тоже по 5 минут. Разные, кто будет выступать, пожалуйста. Первый у нас идет... Нам по сессии начала работы, этот идет у нас сколько человек? 46. У нас всего 50 депутатов, присутствует 46. Отсутствует там 4 депутата, наверное, причины какие-то есть. Кворум обеспечен, и все. Так, вести запись будет выступление, положение составления протокола осуществляется Эмилиевой Мадиной Курбаналиевной. Сегодня в нашем заседании присутствуют представители администрации президента Ибрагимов Али Мусалалович, заместитель начальника управления главы Дагестана по внутренней политике и местному самоуправлению, Фатулаев Арсен Айдемирович, заместитель начальника правового управления главы Республики Дагестан, и Гаджиев Гаджи Дибердадаевич, заместитель начальника отдела управления главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению. Эти у нас члены комиссии, которые представлены на выборе главы. От наших депутатов трое: Асбаров Магомед Ибрагимович, селение Амуши, Амаев Гимбат Амаев, селение Хунзах, Алибегов Мурад Алибегович, селение Узарусу. 6 членов комиссии у нас были сегодня в конкурсной комиссии. Так. Ну, информация. Первый у нас идет выборы главы. Информация, как конкурсная комиссия прошла, как что, наверное, лучше будет, если представить Али Мусалаевич. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные, уважаемый президиум. Как вы знаете, в соответствии с решением собрания депутатов был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального района Хунзарский район. Соответственно, была назначена часть конкурсной комиссии от собрания депутатов, вторая часть конкурсной комиссии, о которой говорил председатель, была назначена главой Республики Дагестан. Сам конкурс в соответствии с положением о порядке проведения конкурса проходил в 2 этапа. Для участия в конкурсе документы подали 6 кандидатов. По итогам первого этапа конкурса при рассмотрении документов и сведений, представленных кандидатами, 1 кандидат был не допущен к участию во втором этапе конкурса, а 5 кандидатов из 6 были допущены к участию во втором этапе конкурса. Второй этап конкурса состоялся сегодня. Он
проходил из двух конкурсных испытаний: тестирование и индивидуальное собеседование. По итогам вот этих конкурсных испытаний, тестирования и индивидуального собеседования, конкурсная комиссия путем голосования определила победителей конкурса, двух кандидатов, которые сегодня будут представлены на ваше рассмотрение. По результатам итогового протокола победителями конкурса были признаны Задиев Нурмагомед Махсуд Гаджиевич и Дибирдадаев Кибетдибир Магомедович. Эти две кандидатуры внесены в собрание депутатов, и сегодня вам предстоит из этих лиц избрать главу муниципального района. Надеюсь, депутаты сделают правильный выбор. Спасибо большое. Так, уважаемые депутаты, поздравляю вновь избранного главу муниципального района Хунзарский район Задиева Нурмагомеда Махсуда Гаджиевича. Искренне желаю вам доброго здоровья, работать еще крепче и лучше на процветание района. Но, иншаллах, депутатский корпус тоже всегда будет с вами, поддержать вас и обязаны тоже участвовать во всех мероприятиях района. Так что поздравляю вас. Дай, чтобы было последующим. Удачи вам. Уважаемые депутаты, гости, коллеги, в первую очередь хочу сказать слова благодарности главе Республики Дагестан, руководителю аппарата, председателю правительства, которые доверили вот такое дело повторно быть главой. Огромное спасибо. Спасибо комиссии, которые приехали сюда, провели эти мероприятия. Доступно, достаточно. Я думаю, что замечаний к ним мало у кого будет. Спасибо всем депутатам, которые голосовали. Спасибо всем, не только кто был за, и всем, кто был против, потому что пока у нас не будет оппозиции, мы работать порядочно и справедливо мы не можем. Говорить здесь можно очень много, и можно хорошее сказать. Есть благо, что у нас вместе с вами, вот, с депутатским корпусом, есть о чем говорить. Мы можем здесь часами рассказывать о том, что мы сделали за эти 5 лет, то, что мы хотим делать. Хотелось бы очень много делать. Да, получилось так, что не все, что мы задумали, не все, что планировалось, смогли сделать. Я думаю, что с вашей помощью, с помощью руководства республики, мы те задачи, те обязательства, которые взяли на себя, я думаю, что мы выполним. Нету никаких сомнений, что мы этот вопрос решим. Решим не потому, что я так хочу, или не потому, что кто-то этого хочет, потому что у нас есть наработанный опыт вместе с депутатами, вместе с администрацией решат. И как оказалось, что нет таких проблем, которые мы не можем решить. Да, какие-то сразу можем решить, какие-то позже можем решить. Но нерешенные проблемы мы не оставим. Да, очень тяжело, очень, может быть, не совсем как хотелось бы и бюджет в этом году, но тем не менее социальные все обязательства мы будем выполнять, которые мы с 2018 года, здесь, которые сидят, все депутаты, наверное, помнят, что в 2017 году, в 2018 году у нас заработная плата не совсем была на том уровне, который она должна была быть. Как мы подняли этот уровень с очень тяжелыми последствиями, да, не так легко было нам. Столько объектов, которые мы построили, и социальных объектов, и ремонт и школ, садиков, дороги, которые мы сделали, все условия, которые мы создали. Я думаю, что мы дальше тоже это будем делать с вашей помощью. Раз все депутаты здесь, я думаю, что еще один вопрос, который хотелось бы сказать, который не сказать, наверное, сейчас нельзя, то, что 22 числа планируется, или есть призывы, какие для участия в незаконных митингах, незаконных сборах, которые проходят в республике. Наш район, он и теми отличается, что несознательных людей или малосознательных людей у нас не так много.
и принимать участие. Я думаю, что каждый депутат, если в своем селении мероприятие будет проводить, участие в этих акциях, я не думаю, что кто-то наши пойдет. Но хотелось бы избежать, хотелось бы, чтобы наши молодые ребята не портили себе жизнь и не стали участниками этих мероприятий. Еще раз спасибо за то доверие, которое вы мне оказали. Благодарю вас за правильный выбор. Во вторую очередь благодарю тех, кто проголосовал за меня. Вам всем желаю удачи, чтобы одной командой вместе поработали во благо нашего района и наших жителей. Желаю Максуту Гаджиевичу дальнейшей плодотворной работы. Также большое и огромное спасибо комиссии, которая с Махачкалы приехала и справедливо этот вопрос решил. Вам всем удачи и здоровья. С наступающим Новым годом! 20-й сессии 7-го созыва собрания депутатов Эмер-Хунзакский район от 20.12.23 года об избрании главы Эмер-Хунзакский район. В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона 131 ФЗ об общих принципах Организации местного самоуправления Российской Федерации, часть 2 статьи 29 Устава муниципального района Хунзакский район на основании протокола счетной комиссии по результатам голосования депутатов собрания Эмер-Хунзакский район решает считать избранным на должность главы муниципального района Хунзакский район Задиева Нурмагомеда Максута Гаджиевича опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский труженик» и разместить на официальном сайте муниципального района в сети интернет. На повестке на вторую об утверждении бюджета Эмер-Хунзакский район на 24 год. Плановый период 25-26 года выступление начальника финансового отдела Гайдарбекова Хайдара Абубакаровича. Ассаламу алейкум, уважаемые депутаты, президиум. В первую очередь я тоже хочу поздравить нашего нового главу, новоизбранного Задиева Нурмагомеда Максута Гаджиевича. Как говорится, нухбидаги. В соответствии с уставом Эмер-Хунзакский район, положение о бюджетном процессе Эмер-Хунзакский район на ваше рассмотрение вносится утверждение бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы. Основные характеристики бюджета Эмер-Хунзакский район на 2024 год. Прогнозируемый объем дохода бюджета Эмер-Хунзакский район на 2024 год в сумме 1 миллиард 70 миллионов 455 тысяч 164 рублей. В том числе объем межбюджетных трансфертов, ожидаемых из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 791 миллионов 663 тысячи 220 рублей. Дотации фонд финансовой поддержки муниципального района в сумме 129 миллионов 177 тысяч рублей. В базе расчета дотации предусматриваются средства на обеспечение потребностей на оплату труда, начислений на оплату труда с учетом доведения минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. С учетом коэффициента 15% горности составляет 22 128 рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение составляет 18,5%. Повышение на 4,5% с 1 октября 2024 года фонда оплаты труда иных категорий работников, не подпадающих под действие указа президента Российской Федерации. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в бюджетной сфере, на которых распространяется действие майских указов президента Российской Федерации с учетом роста номинально начисленной заработной платы в 2024 году. Педагогических работников учреждений доп. Образования 34 920 рублей в месяц. Педагогических работников общего образования 32 745 рублей в месяц. Педагогических работников дошкольного образования 31 703 рубля в месяц. Работников культуры 32 745 рублей в месяц. Общие субсидии составляют для района 44 миллиона 248 тысяч рублей. Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
2 миллиона 466 тысяч 330 рублей. Субсидии на обеспечение разового питания учащихся первых 4 классов общеобразовательных учреждений 16 миллионов 305 тысяч 863 рублей. На обеспечение бесплатным двухразовым питанием, завтрак и обед обучающихся ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающихся основные общеобразовательные программы на дому, 827 251 рублей. На организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей 209 664 рублей. На поддержку дорожной деятельности 24 миллионов 402 271 рублей. На модернизацию библиотек, части комплектования книжных фондов 306 631 рублей. Субвенции для района общая сумма 618 миллионов 238 210 рублей. Госстандарт образования 379 миллионов 925 тысяч рублей. Госстандарт дошкольного образования 138 миллионов 706 тысяч рублей. Субвенции бюджетных сельских поселений по наделению органов местного самоуправления государственным полномочиями РД по расчету и предоставлению дотаций поселениям 59 миллионов 314 тысяч рублей. На расходы для повышения выполнения госполномочий РД по хранению, комплектованию и учету использования архивного фонда РД 280 600 рублей. На организацию осуществления деятельности по опеке и попечительству 898 тысяч рублей. Для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 448 тысяч рублей. Для организации деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних 448 тысяч рублей. Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты, 4 миллиона 232 тысячи 400 рублей. На осуществление полномочий по составлению и изменению списка кандидатов присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции 3089 рублей. Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях 1 миллион 184 700 рублей. Пособие на детей-сирот 3 миллиона 866 тысяч рублей. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 4 миллиона 260 тысяч рублей. За классное руководство педагогических работников общеобразовательных организаций 24 миллиона 671 тысяч 620 рублей. Прогнозные и расчетные показатели по налоговым и неналоговым доходам, формирующие доходную часть бюджета района и поселения. Указанные показатели скорректированы с учетом уточнения прогноза социально-экономического развития РД на 2024 год. При определении объема дотации из Фонда финансовой поддержки используют данные согласования на межведомственной комиссии по определению налогового потенциала муниципальных районов и городских округов РД. Иные межбюджетные транспорты в виде налога на 2024 год НДФЛ район 200 миллионов 506 тысяч рублей, поселение 6 миллионов 713 тысяч рублей, патент 183 тысяч рублей район, единый сельхозналог 1 миллион 583 тысяч рублей и поселение 656 тысяч рублей. УСН 11 миллионов 600 тысяч рублей, налог на имущество физлиц, это для поселения 1 миллион 750 тысяч рублей, земельный налог тоже поселение 3 миллиона 750 тысяч рублей, госпошлина 900 тысяч рублей, неналоговые доходы 5 миллионов 194 тысяч рублей. И кроме того, акцизы на ГСМ 58 миллионов 824 тысячи рублей. Итого все налоги района 291 миллиона 768 тысяч рублей. Норматив зачисления НДФЛ районный бюджет установлен в размере 62%.
бюджете сельского поселения 2%. Норматив зачисления по единому сельхозналогу 70% районный бюджет, 30% бюджет поселения. Норматив зачисления по ОСН, налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100% районный бюджет. Государственная пошлина тоже 100% районный бюджет. Неналоговые доходы в соответствии с действующим законодательством. Земельный налог и имущественный налог 100% доход бюджета сельского поселения. Учесть проекты бюджета на 2024 год доходы по основным собственным доходным источникам в сумме 271 миллион рублей. Верхний предел муниципального долга муниципального района Хунзакский район на 1.1.2024 года предусмотреть в сумме 86 миллионов 516 тысяч рублей. Распределение расходной части. Зарплаты с начислением всего по району 788 миллионов 734 тысяч рублей. Расходы на санаторно-курортные 132 600 рублей. Командировочные 150 тысяч рублей. Связь 850 тысяч рублей. Электроэнергия плюс уличное освещение 14 миллионов 91 тысяч рублей. Подписка страхования 1С бухгалтерия сайты. Итого 2 миллиона 591 тысяч рублей. ГСМ 2 миллиона 145 тысяч рублей. Канцтовары, хозтовары по всем учреждениям 1 миллион рублей. Уголь 10 миллионов 288 тысяч рублей. Газ 6 миллионов 720 тысяч рублей. Трава 510 тысяч рублей. Имущественный налог 3 миллиона 500 тысяч рублей. Питание и дотации 25 миллионов 593 тысячи 300 рублей. Питание 1-4 класс и ОВЗ 16 миллионов 407 тысяч 500 рублей. Ремонт учреждения образования 4 миллиона 73 тысячи 200 рублей. ФК спорт и все другие, все трое ДЮСШ, которые у нас имеются в районе, на мероприятие 1 миллион 120 тысяч рублей. Молодежь и туризм 1 миллион 100 тысяч рублей. Муниципальный долг района 5 миллионов 187 тысяч рублей. Аренда помещений 975 тысяч рублей. Доплата к пенсиям 1 миллион 100 тысяч рублей. Софинансирование на ремонт учреждения образования, на воркаут площадки, на ремонт 2 миллиона 900 тысяч рублей. Резервный фонд не менее 5%, 10 миллионов 998 тысяч 300 рублей. Редакции на газету 570 тысяч рублей. На ЕГЭ 125 тысяч рублей. На безопасность 1 миллион рублей. На культурные мероприятия 400 тысяч рублей. Присяжные заседатели 3089 рублей. И дорожный фонд 58 миллионов 824 тысяч рублей. Парк 2 миллиона 611 тысяч 500 рублей. Сироты опека 3 миллиона 866 тысяч рублей. Жилье сиротам 4 миллиона 260 тысяч рублей. Охрана школ 4 миллиона 623 тысяч рублей. Родительская плата 1 миллион 184 тысяч 700 рублей. Поселение 59 миллионов 314 тысяч рублей. ВУЗ 4 миллиона 232 тысяч 400 рублей. Дорожная деятельность 24 миллиона 402 тысяч 300 рублей. Субсидии на библиотеку 306 тысяч 600 рублей. И сахарного содержания 10 миллионов 393 тысяч 500 рублей. Итого 1 миллиард 70 миллионов 455 тысяч 200 рублей. Решение номер 2 20 сессии 7 созыва
Эмир-Хунзасский район об утверждении бюджета Эмир-Хунзасский район на 24 год и планы 25-26 года. В соответствии с законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на 24 год, плановый период 25-26 года, принятый Народным собранием Республики Дагестан до 20 декабря 2023 года, утвержденный Министерством финансов Республики Дагестан, положением о бюджете Эмир-Хунзасский район, рассмотрев и осудив представленный проект бюджета Эмир-Хунзасский район на 24 год и плановый период 24-25 года, собрание депутатов муниципального района решает принять во втором чтении бюджет Эмир-Хунзасский район на 24 год и плановый период 25-26 года. Уважаемые депутаты, уважаемые участники сессии, вот мы получили письмо за подписью заместителя председателя правительства Абдул-Муталибова, где он требует представить информацию о наличии утвержденных в установленном порядке органами местного самоуправления правил благоустройства территории, содержащих запрет на несанкционный выпас сельскохозяйственных животных в местах общего пользования. Этот вопрос давно назревший вопрос. Это проблема, по которой многие наши жители района забросили свои участки. Во всяком случае, в селении Гацат, я где точно знаю, практически все забросили свои участки из-за несанкционированного выпаса, неконтролируемого выпаса животных. Здесь утвержденные эти правила у нас имеются, они требуют до 15 декабря 2023 года представить информацию. У нас есть эти утвержденные правила о содержании прогона и просто по всем мероприятиям домашних животных. Коротко, если сказать, что все животные домашние должны быть зарегистрированы, они должны иметь биркование на всех, или инвентарные номера, или там выжигание, как они пишут здесь. Во всяком случае, регистрация должна быть всех животных. И есть ответственность за то, что здесь немного пунктов, чтобы до сих пор, если даже если закрывали животных, за них должен был отвечать тот, кто их закрывал или арестовал. Здесь есть ответственность за нарушение требований содержания сельскохозяйственных животных и птиц, их выпуска, выгула, перемещения по территории муниципального района Хунзасского района. Это несколько пунктов я зачитаю. Первое. Нарушение настоящих правил влечет административную ответственность по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан. Собственники, то есть владельцы сельскохозяйственных животных и птиц, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность по основаниям и порядку, установленным федеральным законодательством. Основанием для применения мер ответственности являются следующие действия или бездействия. Отклонение от установленного маршрута перегона сельхозживотных, оставление без присмотра сельхозживотных при осуществлении прогона и выпаса. Третье. Выпас, то есть неконтролируемый выпас в пределах населенного пункта, выпас на землях, не предназначенных под пастбищ, отсутствие маркировки сельскохозяйственных животных, отказ от проведения обязательных профилактических мероприятий и нарушение сроков их проведения. Седьмое. Неисполнение установленных срок предписаний, выданных должностными лицами административных комиссий, уполномоченных органов местного самоуправления, а также неисполнение постановлений и распоряжений указанных органов. И восьмое, последнее, неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, их должностных лиц, принятых ими в пределах полномочий. То есть сейчас это видимо, по этим правилам уже какие-то люди имеют основания наказывать людей за неимение биркования, за неконтролируемый выпас. Может, в конце концов, будет порядок. Здесь никто ничего не сеет, только по этой проблеме последние годы. У нас остался один вопрос о прогнозе социально-экономического развития муниципального района Хунзасского района на 24 год и плановый 25-26 года. Короткие выступления. Замглавы Хунзасского района Абдуразаков Асадали Зендунич.
Assalamu alaikum, hurmatli deputatlar, adi ahral. Barkolioxana jodu kinadago rayonatla bet erüşegi. Nitle barakatu gvatagi ukinazego jamaat azeros. Ja anetletsa tsiya joguruha shagor slovotlese uteritomana прогноз 23, 24, 25 года, 23, 24, 25 остаются, добавляется 26 год. Это нетлер живи сонат хавали мероприятия, губатаго энергия, ханел анцельмитли сталдой программу губ, наивысшую нужно сталиларуха бицинаден, то ункушу миндал. Нетлер районатла бечели коло роги адамал, сенги хавсад исана соналды нетлер Kolok yazonaluk anlatabilik yazarlar hamdolsun kolok eguçi kolo antlasonalde rahin bosumugo там liberal табазал антlasonalde liberal hiç участие естественный прирост населения 328 человек коло 26 год алды нетледали для ковид дошел заман откурный показательный для одой кумбук инжо ковид задошел естественно прирост рик он ханетлер аде харурат хималгит ас ара нетледас ара адамалги эл ха показатель көч показатель угилдес абилер бансоги регион кон досадык райондардан кон көч показатель этминтлер хедин миграционный прирост нетлер цик арауго эмерис адамал миграция алды ценги хотя прописка аниугонеги но миграция уго халд эчлер нетлер адамал кват иги он эдин худ ясл Иелюсани сельское хозяйство нетлер колобишон основной отрасль, сенги хенеги продукция сельского хозяйства колок иелюсонатлук анк 1 миллионги лапалданцы 1 миллиард лапанцы ант миллионги коло ант сезоналда 1 миллиард онкунуселда лапанцы ант миллион албахуни онкунуско миллион ансарат аде бичара продукция тлук он бач хесабалы босулю сенги нетлец растениеводство животноводство отдельно руку показатели вот аго нетлец бицинчонеги шалятли растениеводство тлер 500 миллионов гун бахунару основная продукция он животноводство растениеводство продукция животноводство уняха об один показатель рекуна прогноз налоговых доходов нижется босула бюджет алда цик аросул прогноз шагуртл один рейс руку но корректировка коги хабуло цоги жоги хабул нетлеца эс коло антлсоналде абсад коло табелсоналде нетлер тубарн слайд бугоник босвар план мог она 193 миллиона налог на доходы физических лиц коло антлсонал бахин коло кенусал коло 1 миллион алте ну живжи показатель налога зол хани бого единственный дон разыги эч показатель его имущество и земля асесонал нетлеца актуализация нетлер асесонал где-то в середине агитлюла сенген нетлеца киног участок алги киног уже бит из зоны газификация районал инюго зеленка геора киног уже хадурах нетлер актуальная база тала хен хаги корректировка нетлеца абизкола на 25 года шагуртл хавса 240-300 миллион гурн хеч имущественный налог нетлеца бихизола миллионги 700-ки 200-300 тысяч гурн жо миллионги 700-ки кизол почти табуно шугуно ацикуми кизол вот кан нетлер проблема исана налога зол минус салды шагуртл гоб хеч налог гило опять-таки нетлерго нетлецо махсор коли аджо каного сенги промышленное производство нетлер рикуна сенги о хозяйстве сео абкола бетон бичуле спок баркаман хозяйский деп СПК НУСИ, Гацатлинский консервный цех, Ругу нетлер промышленная продукция речали, Эзул промышленный бичар кадарги, Исанусон от Бахамугу 370 миллионов алды, 26 год алды, Холоки миллион гурнт адекванхеч, Бахин нетлеция продукция.
Нетлер услуги стационарной связи обеспечивали нетлер такую компанию, как старожилы, они здесь МТС, Мегафонги, Билайнги, ну талибат левшава компания нетлер оналда охватки буго, но хотя 100% охват 49 населенных пунктов горной части, а бугили азикулару, но буго слабый охват, ну низменный населенный пункт алгенетлет адрес 59-60 населенных пунктов. Услуги телефонного вещания нетлер киногу населенный пункт ал другу, услуги нетлет телевидение не только хунзалское телевидение, первый, второй, НТВ канал Халт или телевидение Бугитлу, это считается услуги телевизионного вещания. Едина нетлер интернет обеспечивали Ростелеком, электросвязь, Флайтеч, едина компания Гругу, нетлер оналда слег Халт и Люги. Оборот потребительский рынок нетлер района киновго нетлер рыночная система ругитл сенге оборот нетлер потребительского розничной торговли составляет 2 миллиарда 363 миллиона. Колотаба сонат почти 1% колок юсонос цикунгиогу. Ну дальше один питание услуг платных услуг населения эбги один бихизомоха. Но эбги 26 год алды почти 30 миллион аде бихизому. Ну малый бизнес асад бишон цет ора отраслон риквенсол хебак алда нетлера онасол зарегистрирован ругу ич унсан целонко субъект малого предпринимательства, из которых 50% горони, 472 горони, хавсад 472 малые предприятия, 442 индивидуальные предприятия. Из них функционирующие только 400 башта гуру функционирует олечу. Ну когда-то рахара, ценгнака задолженность ход казык оларе, ценгагадны джубугу, хаслоги порядок хабизикол интеллекция, потому что Хабуго единственный фом салдеги цоги далги влияет или показателю хаб шагурсол хани за регистрация 914 субъектов халт или хеч ахун сахаду они отчеты не дают, не показывают, соцучастовал 0,5 ставка зарплаты бук аранеги изан слег показателю она хаслоги. Ну, хединго инвестиция зол. Нетлера оналда отлеса почти миллиарда энса инвестиция лук она хебкола республикатлу инвестиция школа цинге мемориальный комплекс чоги дойбода школа аде гибук ан нетлер цинге туристические локации алдругел цинге предприятия луго около миллиарда бук она но хеб Асясунал дой кезбеуло шайгуртул строительство ну экономические показатели республики отлуги ценге цугиде Российской Федерации ценге батили отлу проблема на следующий год нетлер единцо до конца нет уверенный объектал хечо. Но на 24 год нетлеца год гиросрук она ценге планировать тонру а нетлеца строительство Ахалчинской школы, Аркачи школа, Хамуши, Ценги, Буцра, Батлаич, Мочок, Хунзах, Садик и Очок, капитальный ремонт Исан Абтлуана, Ахи. Ценги Хадинго планирует тому строительство 24-26 года водопровода Хунзах, внутренний водопровод водоотведения Хунзах, Батлаич, Ахалчи, Гацалух, Уздоросу Тагада и Кахикалги. Хабсонат нетлет бихулю газификация тлюан нетлер населенный пункт Алгонох, Байт, Чондот, Шототасиух, но дальнейший до 25 года районалда по программе газификации нетлер населенный пункт газифицирован он тлюязикола. Едина мероприятие луго дорожные сетки нетлер бадаго хасад районалда дорожный сет отлу протяженность кола муниципальный дорожный сет отлу 1236 километров. Хени ремонт хабизе ценги проектирование установление правовой собственности ремонт асфальтированных дорог колон кальсоналды богу 58 миллионов. 25 год албогу прогноз
62, 26 год 64. Хаб арат шонани нетеца хелну халги Качалахан. И основной нетеца бишунгу внимание тлезе колледжугу заработная плата, но прогноз 24-26 года 20 ценге хед слуги показатель ödey карахеч о нетлер средняя заработная плата 23 год алса 26 год алды 104%, 105% аид адбачинко. Дети сироты асад ке қолан цучи худ он нетлер дети сирота зол, но цик он шуанан цик он инаха. Образование слуги 42 дошкольное образовательное учреждение 42 кол нетлер нижец образование ликуна прикутание хозяйства золги. Хел нетлет асуна. 7-8-20 сессии 7-го созыва собрания депутатов Имер-Хузасский район об экспертном заключении контрольно-счетной палаты собрания депутатов Имер-Хузасский район по результатам экспертизы бюджета Имер-Хузасский район на 24 год и плановый период 25-26 года. Хебги почти Евгеджоха. Заслужил осудить доклад председатель контрольно-счетной палаты депутатов Имер-Хузасский район. Собрание депутатов решает утвердить отчет контрольно-счетной палаты о заключении результата экспертизы и аналитического мероприятия экспертном заключении контрольно-счетной палаты собрания депутатов Хузасский район по результатам экспертизы бюджета МР Хузасский район на 24 год и плановый период 25-26 года. Опубликовать данное решение в районном газете «Сельский труженик». Разместить официальные сайты муниципального района Хузасский район в сети интернет. Против воздержавших нет. Так, кинул депутат из Барки Журмут Ади Шолион Тлерц и Сонги. Я хочу ан солихи нарубач он соги баркату гятаги. Хала баракат кумбач рехик батара хизан хилда Барки Нижера Хасанги хала хол баркат кишезеги. Ададги нитладина сесилдан детлизи ножоги сашлитлеги нитли алас берцунгу кирогуни цунунтаги.